растут. Почему нельзя разговаривать с незнакомыми людьми? Мы хотим знать. А почему люди не летают? А у них нет крыльев. Потому что нет крыльев. Потому что нет крыльев. Потому что они ходят по земле. Почему не летают? Очень много людей летает у нас. И на дирижаблях, и на самолетах, и на воздушных шарах. Очень много же летают. Да? И вы их знаете, наверное, да? Вот. И у нас, по-моему, есть в Канаше летчики. Бывшие, будущие. А почему детям нельзя разговаривать с незнакомыми людьми? Мало ли, какие могут быть обстоятельства. Могут утащить, могут увезти. Ну, потому что это может быть для них опасно. И поэтому надо быть осторожным. Потому что это чревато опасной ситуацией. Незнакомыми людьми нельзя разговаривать. Не знаю люди, какие они. Ну, видишь, сейчас такая обстановка. Видишь, бывают люди нехорошие и хорошие бывают. Вот из-за этого. Все зависит от ситуации, например. И поэтому с детям тоже можно разговаривать со взрослыми. Но дело в том, что есть люди, нехорошие, что люди, вот, когда они носят в себе какие-то нехорошие мысли, понимаете, вот, могут детей украсть, использовать. Потому что люди разные. У кого-то, допустим, мысли, как сказать, добрые, у кого-то злые. Поэтому детям нужно придерживаться какого нейтралитета. А почему взрослые не растут? Почему не растут? Потому что растут до определенного возраста. А потом уже не растут. Так человек устроен, что растет до определенного возраста. Ну, если бы мы бесконечно росли, представляете, какого роста мы выросли? Мы выросли, и все. Теперь уже перестали расти. Хватит им расти. Дать молодежи дорогу. Пускай молодежь растет. Которые молодые, они растут. А старые, они уже идут туда, вниз. Они выросли уже, все. Человеческий мозг, он развивается постоянно, то есть как бы и человек читает, узнает новое, да, постоянно что-то познает, сам по себе что-то изобретает, и мозг развивается, да, и, соответственно, и физическая сила, различные физические качества. Ну, дело в том, что это физиология человека. Вот. То есть, например, есть земное притяжение, которое позволяет нам расти до определенного размера. Ну, допустим, там, кто-то имеет 1,70 м рост, да, кто-то 1,80 м, кто-то и за 2 метра имеет рост. А дальше уже, наверное, так заложено программой. Но мы же живем, работаем по программе, которая заложена в нашем организме. Дети хотят знать, а я хочу лимузин.